Так, ребят, всем привет. Ну что, вот мы на своей реке, ребята. Июнь месяц, начало июня. Сегодня у нас 5 число. Погода великолепная. 20 градусов тепла. Без дождей. Почему без дождей? Потому что сейчас 3 дня, ребят, 4, наверное, подряд дожди, гроза, дожди. В общем, такая канитель. Наконец-то, ребята, летняя рыбалка. И сегодня я по фидеру. Наконец-то вот этот деликат. Донки. Сейчас был в командировке, так скажем, на Карпа. Там тоже все жестко. А здесь, ребят, тоненькие поводочки. Прикормочка. Как бы знаете, я очень полюбил фидер. И, ну, уже, наверное, 4-й сезон прям плотно-плотно занимаюсь. Прям уже вот что-то прям изначально не получалось. Что-то дешевое, некачественное. Потом что-то как-то пробовал и уже, ну, не знаю, к этому сезону, ребят, уже, знаете, ну, прям понимание хорошее. Именно что у нас течение,
У нас коряжная река, ребят. У нас постоянно есть грязь. В общем, свои нюансы. И, в общем, сегодня прям, знаете, такое открытие. И немножко поделюсь своим опытом, что именно приобрел за это время. Потому что, ну, не все сразу, ребят. Это, конечно, каждой рыбалке все постепенно, постепенно. Это надо, это надо, это надо. Ну и, короче, в общем, сегодня я хочу, ребят, рассказать молодому, так скажем, рыболову, плюс-минус такие условия, что можно взять, что нужно, как бы, и именно за это время, ребят, что работает, ну, более-менее качественно. Если даже не поймаем рыбу, ребят, будет сегодня такой информативный выпуск. Я с ночевочкой приехал, ребят, рано, в 3 вечера. Вот, потому что хочу покормиться. Непонятно еще. Вода, конечно, теплая уже, ребят. Я вон сейчас босиком хожу. Ну, на мой взгляд, вода нормально прогрелась. Еще, наверное, скорее всего, такие вкусняшки и всякая вот такая насадка, как кукуруза, возможно, работать не будет. А вот опарыш, червь, что-то вот такого плана, я думаю, поклюет. Дождя не обещалось. Ночь спокойная, тихая. Самое, что интересно, штиль, ребят, будет. Прохладно, правда, плюс 7 градусов всего, ну, нормально. Так что, ребят, давайте начнем открытие, так скажем, летнего сезона у себя на родине. Погнали. Эх. Прям, ребят, вот знаете, завораживаются, вот прям вообще не могу. Я вот уезжал, вот этих пляжей не было, а вот сейчас они уже начали открываться, и уже, ребят, уже рыбалка. Короче, начнем, ребят, с самого главного. Вот многие скажут, снасти. Нет, ребята, фидерная ловля, в первую очередь, это очень много времени нужно просидеть на кресле, на стуле, на ящике, на пенечке, на стульчике, неважно, ребят. И к этому моменту нужно подойти прям хорошо. Потому что очень много сидишь времени. И, ну, это ваш комфорт, ребят, ваша рыбалка на пенечке, на стульчике. Ну, у тебя устанет 5-я точка, и тебе не будет комфортно рыбачить. Здесь, ребят, нужен прям хороший стол. Это мое приобретение в прошлом году, ребят, от компании Nautilus. Неплохое кресло, я бы сказал. 150 килограмм грузоподъемность, если мне не изменяет память. Марку сейчас не вспомню, ребят. В районе 10 тысяч рублей данное кресло, может, сейчас подороже будет уже. Ну, во-первых, ребят, очень мягкая спинка, для шеи очень удобно. Подлокотники это ладно, а вот то, что регулируется положение спинки, это очень круто. Можно немножко отодвинуть, побалдеть, полежать. Сидишь, ну, в общем, регулировка спины тоже, ребят, немаловажная. Ну и, соответственно, регулировка ножек, потому что берег не всегда у нас, ребят, ровный. Бывает, что вот так мы переднюю часть приподнимаем, заднюю отпускаем или наоборот. Так что кресло, ребят, на фидерной рыбалке это самое главное, я считаю. У меня было такое простое, дешманское, без всяких пятников. Вот таких. Вот данную рыбалку буду производить на песке, и, соответственно, у нас постоянно она проваливалась, ребята. Сидишь, юзаешь, ножки все уходят, достаешь. Здесь вот такие подпятники. Это очень хорошо именно в таком условии, на такой рыбалке, что она не будет зарываться в песок, как бы, и будет все четко. Со стулом, ребят, я очень доволен. Прям кайфую. Понятно, их сейчас очень много. Ну, если, ребят, хотите заниматься фидером, прям отнеситесь грамотно именно к сидушке, к стулу вашему. Не берите дешевое, смотрите грузоподъемность, берите что-нибудь проверенное. Потому что это уже, ребят, пройденный этап. И когда просидишь 3-4 часа на какой-нибудь табуретке, охота встать просто и уйти. Такие дела.
Фидерочки скучали. Папа здесь. Фидера, ребят, снасти перевожу в таком тубусе. Тубус тоже себя хорошо зарекомендовал. А ему уже 4 года. Это от компании Aquatic, ребят. Кстати, на самом деле, ребята из компании очень делают хорошие сумки, чехлы под катушки, рюкзаки. В общем, они очень делают неплохо вот в таком именно цвете. У них практически ничего не изменяется. Постоянно зеленые вот такие буквы, надписи. В общем, вот этот тубус, ребят, уже со мной очень много времени. Именно для поездок, перевозить снасти в машине. Потому что снасти, ребят, сейчас очень дорогие. У кого-то еще дороже. Я имею в виду спортсменов, допустим. То есть сумки, конечно, но они такие жесткие. А вот этот тубус, ну, ребят, лайфхак. Это простая труба. То бишь, можно сделать самому, если заморочиться. А так, в плане, ребят, чехлов, сумок, я вот рекомендую такую компанию. Делают прям молодцы. Вот я перевожу здесь 2 фидера. У меня подставки, подсак даже бывает залазит. Короче, нормально. Куда-то поехать в поезде, неважно. Погрузил и уже не переживаешь, что что-то поломаешь. Компания Aquatic, ребят, чехлы, сумки. Рекомендую. Ехаем дальше, ребята. Фидера у меня старенькие, достались мне в подарок от моего друга Вадима с Москвы. Вадим, будешь смотреть. Огромное тебе, брат, здоровья, береги себя. Ты знаешь, о чем я говорю. 3,60, ребята, 150 грамм тест. Понятно, что 3 бланка идет. Жесткий, средний, мягкий. На левом, ребята, выше по течению ставлю жесткий, так как я его буду огружать сотка 110-120. Здесь бланк у меня чуть мягче, ну потому что буду кидать мягче кормушку, легче имею в виду, потому что этот будет наносить на другой. Рыбачу я 2 фидерами, ребят, мне так нравится, я так привык, меня научил корешок Женек, я так и рыбачу. Фидера у нас стоят вверх, никак не вот так. Я вам объясню, ребят, это все просто. У нас есть течение, у нас есть грязь, сопротивление со шнуром, с водой меньше. Понимаете, да? Нежели если я так его отпускаю. Во-первых, меньше будет тащить, тянуть. Вот как-то так мы и рыбачим. И шнур больше половины, он чистый. Так, барахло, кормушки, пульки. Как-то начал, как-то торговал, ребят, снастями. Вот начал ими, и вот мне нравится. Хорошо летят. Вот сейчас доложил, кстати, 2 новеньких. Разные у меня. 110 вот есть. Это сотки. Это 80-ки. 120. Хорошо летят. Кормлю часто крупной фракции. Кукуруза. Есть большие отверстия. Соответственно, кукуруза не остается. Вот. Есть направляющие крылья. Кормушка легко поднимается. Допустим, когда надо, чтобы она не тащилась по воде. По дну, допустим, как вот эта 70-ка. Ну, она до конца у тебя сопротивляется в воде и идет по дну, грубо говоря. Вот. Мне нравится. Никогда ничего не подвело, еще не здесь.
Хотя вроде пластик, да, здесь все четко, все работает. Ну и новинки, ребят, этого сезона. Я, конечно, их уже протестировал на карпах. Это Аргент. Вроде, да, Аргент Наутилус, ребят. 6000-я. Фидер, Аргент фидер. Специально. Вот именно, ребят, под это дело. Я ее брал, конечно, сейчас в Липецк. Очень мне понравились. Шнурок замотанный, ребят. 0,16, 0,18. А, нет, 0,18 и 0,2 у меня здесь шнурок намотанный по 100 метров. Очень оборотистые. Здесь уже стоит шпуля бэкинг, что можно как раз наматывать тонкий шнур, ребят. И у нас не надо подкладывать что-то. Все шикарно залазит. Железная клипса. Байтрайнера нету. Огонь. А вот эти катушки, ребят, именно прирастут именно к этим палочкам. Первая и вторая. Очень понравились мне, ребят, катушечки. Вообще, вот производитель Наутилус, ребят, очень классные снасти делает. У меня вот стул от них. Какие-то снасти, палочки у меня от них под закидушки. Отлично. Ну, так, ребят, немножко делюсь. Ссылок, конечно, ребят, никаких я не оставлю. Просто в названиях, может, для кого-то что-то как-то сыграет какую-то роль. Молодежь часто интересуется. Ну и садок, понятно, ребят. Садок — это подарок от землячки. Подсачник, ребят, 2,5 метра. Вазон Валберес супруга дарила на день рождения или на какой-то праздник, не помню. Потому что подсачник, ребят, тоже должен быть такой, не особо, конечно, трофейный. Ну, для наших подлещиков леща, ребят, пойдет. Вот. Здесь уже тряпичный. Так как крючок один, маленький, спокойно можно его достать. Понятно, что под спиннинг, под воблера, там тройники, надо использовать лесочный. А так вполне пойдет. Нормально. Ну, что-то типа такого, ребят. Понятно, сейчас монтаж, демонтаж. Ну, вот так, база фидериста, грубо говоря. Больше ничего не надо. Ну, еще по прикормке пообщаемся. А так, ракеты, ребята, уже стоят. Ждут уже. Ждут уже потряса лещевого, знаете. Трык, провис. Иди сюда. В общем, ребят, сейчас сделаю монтаж, все приготовлю. Этим уже грузить вас не буду, все это понятно. Потом покажу в деталях. Вот, погнали.
Так, ребят, ну что, все готово, поводочки связал, оснасточка готова, монтаж, как обычно, патерностер. Сегодня будем угощать, ну, в принципе, стандартно, ребят. Я никогда ничего не выдумываю, у меня все по-простому. Полотенышко обязательно. Рыбачить будем на опарыша, 10 баночек свеженьких. Также есть червь. Кукурузку брал, но кукурузку добавлю в прикормку, если надо будет, прям беру с нее. Тут шайба пшена. Это как база, ребят, я ее добавляю, чтобы было прикормки намного больше. Ну и от Миненко у меня вот еще с прошлого года крупный лещ, пару пачечек и универсалочка. Также есть дипы, старый какой-то, не помню уже. Крупный лещ тоже. И меласка, натуральная патока, свекла. Все, давайте замешаемся. Пшенку туда, ребята. Этот пакет сразу пойдет у нас под мусор. Пакет пойдет под мусор. Раз, кукурузку, баночку прям с водичкой. Универсалочки добавим. Не знаю, пачку, наверное, еще оставлю, ребят. Если будет заканчиваться, то досыплю. Туда все это дело. Меласки. Обычно с водой ее надо разбавлять правильно, конечно. Но я так, ребят, на глаз. Для чего добавляется такая вещь? Это такая штука, ребят, очень вызывает жор рыбы. То бишь она ест и начинает срать, жрать. Короче, такую штуку для коров когда-то использовали. Все, полетели. Сейчас посмотрю. Бывает так, что, ребят, пшено, она, получается, воды себя напитала. И бывает, что не нужно добавлять прям воду. Прикормка у нас уже готовая, получается. Очень нравится работать с пшеном. Она, видите, разбивает. Хотя вот не знаю, сейчас вот будет пшено работать, не будет. Да, вот видите, ребят, даже воды не надо добавлять было. Пшена отваривал там минут 15. Она как бы не готовая, понимаете, ребят, она запаренная. Да, все круто, ребят, получилось. Опыт не пропьешь. Все. Отлично. Чтобы поддержалась прикорм, ну, в кормушке, пополнели, забили, чтобы быстрее размывалось. Не сильно забиваем. Все. И отлично. Красота. Вот такая у нас штука будет на дне. Нормально.
Так, ребят, ну что, нашел бровочку. Специальное грузило, маркерное такое, называется булава или маркерное грузило. Смотрите, ребят, какое оно у меня уже побитое. 100 грамм. Можно даже, в принципе, глубину отмерить, секунда, метр. Вот. Нашел, там получается под тем берегом яма, ребят, и вот выход, подъем ямы буду ложить на вот эту полку. Примерно одинаково. Вот. Монтаж патерностер. Отвод с вертлюгом под кормушку. Сюда будем сотку вешать. И отвод с петелькой под поводок. Все одевается в петлю, ничего не вяжется. Быстро, удобно, эффективно, ребят. Мне нравится такой способ. В принципе, я как начал, так мне, в принципе, показывали другие способы. Ну, не знаю, этот очень быстро порвал, оторвал. Все четко, ничего времени не занимает, связать быстренько. Все, затянули, ребят. Поводок сантиметров 70. Флюрокарбон 18. Крючочки вот такие, ребят. Скорпион 6 номер. Вот такие малыши. Красного цвета. С крючками у меня, кстати, беда. Крючки надо заказывать. Так, ну что, сюда парика оденем. Сейчас потом приберу, здесь все нормально сделаю. Сюда оденем опарика. Штук 5-6. А на второй червя. Ну, потом посмотрим, что лучше будет. Ох, наконец-то маленькие крючки, ребята. Что-то такого плана. А то все крупное, крупное. Вот такой пучочек. Ориентир, ребята, у меня то дерево. Поехали. Заклипсовался, раз 6-7 провел. Я думаю, нормально будет. Так, первый заброс где-то вот там, ребята, у меня. Глубина на точке, кстати, не очень большая, 1,3 метра. Кормушка встала. Як копаная. Сразу поклевка какая-то, мелочь. Все, второй заряжаем, ребят. Здесь сотка держит. Можно что-нибудь полегче поставить. 90. Девяностик заряжу. Так, вторая. Поехали. На червя. Посмотрим. Ветреная еще, ребят. Нормально. Тоже встала. Там как подкручивает. Хорошее место под фидер. Пойдет. Первая рыбка, ребята. Густера. На опарыша. Вот такая густерочка. Маленькая. Живцовая. Опа. Ну, густера на точке есть, это хорошо. Трава присутствует. Ну, сейчас и покормим. Сейчас и покормим, ребят.
На червя сорожка, ребята. Тоже небольшая. Живец классный. Живец клюет, это хорошо. На щуку тоже, ребят, хочу продольники ставить, начать. И... Какая-то рыба, что ли, ребята? Какая-то рыбка, ребят. Ну, первый подлец. Такой нормальный. В зачет пойдет уже. Видите, он днем клюет. Такой подлещичек пойдет. Ладошник больше. Садочек на котлет. Садочек на котлеты. Варика. Кормить даже не надо, ребят. 3 кормушки бросил. Вполне вероятно, что может и лещ залететь. Уже. Ну классно, что? Отлично. Ай, кайф, ребятки. Как давно хотел, ждал. Не знаю, пучки, конечно, огромное дело. Может, такой сейчас пока и не нужен. Ну, по поклевке сразу было видно, что дрык-дрык. Хорошо так прям покачал. Опа. Рыба, ребят. До этого два схода было, тоже непонятно. Поменьше поставил пучок. Хрена башкой мотает. Башкой жестко мотает. И тоже наш пациент, ребят. Первый. И тут поклевка была. Хороший. Домой. Домой, ребята. Да. Ну такой, ребят, килограмм-то точно будет. Поставил поменьше пучок, а до этого все что-то бан вырывал с рта. Сейчас просек.
Килограммчик будет, ребят. Блин, днем клюют. Хорошо. Засек. Хорошо, ребят, засек. Ё-моё. Сейчас зафотаем сразу в телеграмчик, ребята, отправим. Есть контакт. Опа. Ну, начало есть, ребят. Конец будет. Так, ну что, первый есть. Начало есть, говорит, конец будет. Такой в районе килограмма, ребят. Кормить еще не кормил. По 5 кормушек кинул где-то. Густера, сорожка. 2 поклевки были такие. Вру-вру-вру-вру. А, мелкий подлещик же еще был точно. И еще вот такие прям подтяги были. Я бац, пью, бац, пью. Да ё-моё. Я убавил. 3 опарика поставил. И соблазнился сразу. Взял. Пойдет. Круто. Свежие фотки, ребят, коротенькие ролики. Бывает прямо аванс рыбалки выпускаю, когда связь есть в телеграме. Заходите, ребят, там общаемся, дружим, делимся новостями, какими-то лайфхаками, ссылками, погодой и так далее. Ссылка в описании, ребят. Заходите, подписывайтесь. Нас там уже 4000. Такие дела. Походу подсела уже, ребят. Мелочевочка. У меня тут гости с той стороны. Мужичок на лодке садится. Правый фидер работает. Сорога. Такая нормальная. На котлеты заберем. Заглотила. Все было понятно. Отлично.
Ладошка, ребят. Лаврушка. Фанерка. Оп. Так, ребят, ну чё, время у нас 16:45. Ну, я прилично подкормился. Прям, ну, нормально, я считаю, что как бы стартовый закорм произведен. Пятно уже стоит сейчас, потому что в сторону нечаянно, ну, не получилось забросить, куда я бросаю. В сторону улетела кормушка, простояла, никто не клюет. Только в точку поставил, мелочь уже шарудит. В общем, пятно уже есть кормовое, ребят. Ну и что, 3 подлещика, и, ну, лещ уже можно считать, что килограмм будет. Сейчас солнышко будет потихоньку заходить. Но здесь она долго, она как раз тут до самого края. Солнце будет в лицо в этом месте. Вот. У меня есть бутерброды, чай. Что-то охота перекусить. Есть. Небольшой, ребят. Подъязок. Я думаю, кто такой дерзкий? Подъязочек, ребят. Такой нормальный, приятный. На котлеты пойдешь, парень. Подъязочек, да. Не голавлик, подъязок. Опа. Эх. Мимо, что ли? Нет, кто-то есть. На червя, ребят, поклевка. Ну, как червь, бутерброд. Странная поклевка такая была. Голавлик. Ну, они могут, да, качнуть. Вот это уже голавлик, ребята. Если тот подъязок был, это голавлик. Красавчик. Пасть у него, смотрите, какая здоровая. Тихо, тихо, братик. Тебя я домой отпущу. Расти. Опа! На червя. На кусочек. Хапанул. А поклевка была такая серьезная. На червя, ребят, какой-то удар. Опять, что ли, голавль? Есть. На червя, ребята.
башку мотает. Фу, дурында, блин, щука. Ё-моё, вот дура. Чё за бред, ребята? Как это так? Прошу прощения, ребята, камера подвела. С краюшку сфоткаем. Ну, это маленькая девочка. Домой ее повезло он, ребят, с краю. Тут или маленькая рыбка была, или что? Иди расти, хулиганка. Поводок хоть не отрезала мне. И то нормально. Шакля, ребята. Шакал, блин. Вот шакал подошел, щука подошла, скорее всего. Все и понятно. Какой уже вид рыбы, ребят. Леща поймали, густеру поймали, сорогу поймали, головоля поймали, изя поймали, щуку поймали, шакля поймали. Осталось ночью налимчика поймать. Ерша, пискаря, окуня. И все будет огонь. Да, вот она, наверное, и подвисла, ребят. Промахнулась потом щука. Такие дела. Бутербродик, ребят, прям упал туда, куда нужно. От души. Ну все, ребят, что? Времечко. Скоро уже начнется рыбалка. Она, в принципе, уже идет, но именно вот в плане леща. Может, сегодня отловимся и неплохо, ребят. Показатель такой прям хороший. Посмотрим. Вечерок. Ну, ночью, скорее всего, затишье будет. Ну, с утра
обычно выходит. Именно в этом месте с утра, да, здесь должно клевать. Класс. Просто кайф, ребята. Сидишь, рыбейку маслаешь потихонечку. Ветерок обдувает, комара пока нету. Соседи переплыли, что-то там палатку поставили. Ну, с детьми. Надо, кстати, тоже, ребят, с ночевочкой скататься. С дочкой, с женой. Пора уже, лето наступило. Надо двигаться. Девчонки тоже хотят на природу. Такие дела. Так, ребят, ну что, солнышко зашло. Какая-то машина приехала. Блин, я вот не понимаю людей, которые приезжают на природу и врубают музыку. Понятно, что кайфуют, блин, ну кто-то наоборот приезжает послушать птиц, уединение. Как бы так. Че, ребят, 9 час. Ждем поклевочек. Сейчас интенсивно по 5 кормушек бахну и будем ждать. Ну прям вот так хоп, как отрезало вообще. Мелочь какая-то подергивает, так тын-тын и все. А до этого прям хорошие поклевки же были. Прям блещевые такие, видно было. Комар поулетал, зараза. Так, ребят, хочу попробовать, будет она работать именно на воздухе. В палатке работает эффективно. Такая штука. Так, тут у нас есть, да, старая. Свежую сейчас зарядим. В палатке работает прям изумительно. Старую сожгем, а новую зарядим. Тут открывается, да, а я тут мучаюсь. Чик. Все. Пошла возня. Москитол, говорит, потому и не кусает.
Тут комаров что-то очень много стало. Ну, лещок, давай, выходи. Густерка, ребята. Ну, что так делал? Густерочка. На котлетки пойдет. Сорога, блин. Хорошенькая. Такую возьмем. Тихо, в лесу, только не спит лиса. В жопу лису укусила оса, вот и не спит лиса. Тихо, в лесу, только не спит барсук. Яйца барсук повесил на сук, вот и не спит барсук. Тихо, в лесу, только не спят дрозды. Знают дрозды, что получат, вот и не спят дрозды. Тишина, ребята. И похолодало резко прям, бум. Ну, на севере, ребятки, как-то так не покайфуешь. Днем вроде, да, в шортиках ходишь, босичком. А ночью, ребят, прохладненько. Ну, сегодня 7 градусов. На реке, наверное, градусов 5, наверное, будет. Вообще, как отрезало. Даже мелочь перестала. Вообще тихо. Ну, радует, ребят, что начинаются белые ночи. А точнее, они начались уже. И практически вот особо и не потемнеет. Ну, может, немножко еще сбавится так к 11-12. Сегодня, тем более, у нас ясно. И уже в час уже опять начнет уже более-менее рассветать. В общем, можно рыбачить вообще без фонарика всю ночь. Ребята, смотрю, тоже сидят. Тишина. Семья в палатку залезла, замерзли. Ну и там машины, которые была, уехали они. Вечером что-то приезжали. Ну, будем ждать утрянки. А может, что и ночью. Приоделся, ребят. Кстати, постоянно пишут мне, ну, вот за одежду, там, за шапку, за кепку. Ты там носишь уже 3-й год, там, туда-сюда. Ребят, вот я вот не понимаю вот таких комментаторов, которые вот такое пишут. Ну, если вещь, ну, как бы, да, еще ноская, она же не порвана там, ну, да, она, может, застирана уже. И как бы я там в вонючей, как многие пишут, одежде не хожу. Я регулярно простирую одежду. Но результат от этого не изменится, ребят, поверьте. Ну и как бы в лесу мне красоваться здесь незачем. Зачем мне покупать новую шапку, когда вот эта моя старая шапка, она еще шапка.
Она же у меня там не по швам не разошлась, не растянулась там или что-то еще, да, там что-то категорически меня. Но я к этому, ребят, отношусь вот так, знаете. Есть еще, есть. Разорвется в хлам, да. А так, я на это не падки. Я лучше, ребят, куплю ребенку какие-нибудь вещи новые, нежели там для себя что-то там, какие-то там разные кофточки, там что-то еще, там разные, постоянно в каждый ролик выезжать в новых вещах. Для меня это нет, ребята. Для меня важна техника, чтобы работала. Чтобы был полный бак бензина. Чтобы все работало, не троило. Чтобы фонарик светил. А вот это мне, как бы, знаете, вообще похрену. Я насчет этого не заморачиваюсь. И как бы, кто там пишут, я не знаю. Ну, вы там ходите там в каких-то там своих там, да, может вам по кайфу там. Вы там понтуетесь или что, я не знаю. Мне, как бы, знаете, ребят, чем проще, тем лучше, как бы, не знаю. Я уже по поводу этого много раз говорил, и для меня дорогие какие-то там фирменные вещи в лес такое себе. Я лучше убил вот эту горку, хотя она неубиваемая, ребят, сколько уже лет, нежели я пойду в какой-нибудь там дорогом костюме, в мембране там, да, или еще что-нибудь. Об сучки ее уделаю, и как бы нахрен она мне нужна такая за 30-50 тысяч. Такие дела. Не знаю, что, тишина, ребят. Может, что покушаем или что, как думаете? Проголодались, нет? Я вот что-то думаю, вот у меня там есть быстрые пакетики горячего, может, что замутить. Хотя пока ей что-то даже неохота. К утру что-нибудь перекусим. Бутерброды вроде пока на месте. Ждем. Очередной вид, ребята. Рыба-пескарь. Пескарек.
какая хороша. О, подъязок, ребята. Смотрю, какой-то прогиб непонятный. Подъязочек. Небольшой, конечно. Пойдет на котлетки. Так, братва, ну что, первая рыбка. Туман такой жесткий. Холодно, блин. 1:50. Первая рыбка под язик. Замерз нафиг. Ну не знаю, может поклюет. Подлец. Будем считать, что разведчик пришел. Опа. Поклевка прям такая хулиганская. Все понятно, ребят. Сорога. Клевала сорога. По ней хищник ударил. Угу. Сорожка-то не маленькая. Я думал, что за поклевка хулиганская. А тут прям бодануло. Стоит, блин, зараза. На точке. Блин, сороги такие, ребят, крупные клюют, ё-моё, с утра. Это прям в шахте, блин. Ну, не крупные, но хорошие. Все не то, ребята. Сорожка какая-то, подъязик. Где долгожданный вот этот провис-то, блин? Ребят, жду солнышко, как не знаю кто. Оно вон только-только появляется из-за горизонта. Что-то я замерз, ребят, очень сильно, капец. Штанишки не под этот выход. Ну да ладно, чуть-чуть осталось. Сейчас потом будем раздеваться. Блин, 2:45, ребята. Ну пока вот все вот это непонятно. Прицепился кто-то, блин, походу. Что там, очередная сорога у нас? Нет, пожаловал дружочек. Лаврушечка подлетела.
так хорошо приспустил. Я прям думал лечь, ребят. Неужели это щука? Это какая-то пауза. Нет, ребят, это просто голавль. Вот настолько сильная рыба, что такой маленький вытворяет так интересно. Красавчик, конечно. Очень бойкий. Тоже мечта у меня его половить на спиннинг. Хорошо ты пригубил, парень. Давай. Опа. Беги, блин. Ну что, ребят, солнышко уже пригревает потихонечку. Чаечек заканчивается. Я уже много чего не снимаю. Все вот это мелочь. Лещички, подъездички. Так, походу, мы, ребята, и не дождемся. Опрокинувшись 60 шнура. Есть у меня сладкая булочка. Попьем чаечек. С добрым утром. Ребята, смотрю, все уже уехали практически. Вот так вот как-то странно. Ни ночью, ни вечером, ни на зорьке, а днем. Не знаю, может солнышко встанет и начнет клювать, ребят. У меня тут на 20 кормушек осталось покидать. Я, конечно, добью. Сворачиваться сейчас пока не буду, так как сейчас все сырое. Пускай немножко подсохнет все. Добьем прикормку. Замешивать уже не буду. Погреемся на солнышке. Так, ребят, ну чё, я даже немножко кимарнул. Вот решает кресло. Это получается время у нас, ребят, 7:40. Это с 3 часов утра, дня. Получается, больше 12 часов, ребят, я просидел. И когда в начале ролика я говорил, что в первую очередь, ребята, очень важна ваш стул, ваше кресло, потому что не на каждом кресле столько высидишь, ребят. А здесь комфортно. И вот в таком положении даже я немножко кимарнул. Пригрелся так на солнышке, полчаса где-то поспал. Так, не поспал, просто покимарил. Что, собираемся, ребят? Не знаю, думал, солнышко встанет. Может, что-то поинтереснее будет, как-то, может, как днем. Нет, ребят, чудо не произошло. Но, в принципе, это и было
Было ожидаемо. Ну, как-то ну так, ребята. Ничего тут не поделаешь. Ну, и на этом спасибо, как говорится. Рыбалку мы увидели. Какую-никакую, ребят, но увидели. Немножко порыбачили. Первый выезд. Открытие, так скажем, фидерного сезона. Нормально. Ну, очень странно, конечно, что вот так. Все, потихоньку, ребят, собираюсь. Сейчас все как обычно. Надо все промыть. Фидерная рыбалка, она такая, грязноватенькая немножко. От прикормки все равно много чего приходится помыть. Подсачник, садок, надо все вот это сразу. Поедем домой. Такие дела. Все, ребят, погрузился до дома. Я тут недалеко от деревни, так что тут ехать мне не особо много. Вот такое открытие, ребят, интересное. С вечера прям вау, клево. А потом, ребята, вечер, ночью и утро просто борода. Ну, немножко накидал там мелочевки, подлещики, подъязики. Сорожка поклевала такая средняя. Ну и один такой небольшой в районе килограмма. Он, кстати, барабанит, скорее всего, он. Не знаю, плюс-минус где-то в районе кило. Так что даже помочил подсачник, ребят, помочил садок. Ну, не попали немножко. Ну и мужики, смотрю, тоже, вот сколько тут было народу. Поуезжали, в общем, я дотянул до самого конца, ребят. Не спал практически всю ночь, ну там полчаса киморнул. Ждал, кормил, выкормил, получается, 3 килограмма прикормки, но, к сожалению, ребят, чудо не произошло. Ладно, рыбалка начинается, ребята, лето. Впереди очень много будет рыбалок, так что не забывайте, ребят, подписываться на канал. Статистика, кстати, очень плохая, 60% без подписки. Вам не сложно поставить лайк, написать комментарий, для меня будет очень приятно. Все, ребят, домой, пока.